Добрый день, уважаемые телезрители! Меня зовут Наталья Нейковчина. Сегодня мы в центральной студии канала «Регионал» поговорим о проблемах пенсионеров сегодня. По статистике, в Молдове проживают более полумиллиона граждан старше 60 лет, что составляет примерно 15% от общего количества населения. Многим из них совсем не просто живется. Одни остались без помощи и вынуждены идти в дома престарелых. Другие своими минимальными возможностями сводят концы с концами. Третьим нужна элементарная психологическая поддержка и социальная помощь. Нужно решать и говорить о проблемах тех людей, которые всю свою жизнь работали на благо нашей страны. У нас в гостях Виктория Батнару, начальник отдела социальных услуг Министерства труда. Здравствуйте, рады приветствовать вас у нас в гостях. Елена Ковалева, доктор наук, доцент кафедры психологии Педагогического университета имени Крянга. Здравствуйте, рады приветствовать вас у нас в гостях. И Нина Якимовна Карнаух, пенсионер. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в гости. Наша передача ведется в формате телемоста. Сегодня у нас на связи студия АТВ и моя коллега Ольга Третьяк. Ольга, здравствуйте. Представьте, пожалуйста, своих гостей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня в студии АТВ с вами Ольга Третьяк. В современной жизни чрезвычайно важное значение имеет образ и уровень жизни пожилых людей, их положение в семье, возможность и желание трудиться, состояние здоровья, социально-бытовые условия и многое другое. Ученые единодушно подтверждают гипотезу о связи долгожительства с высоким уважением к человеку преклонного возраста в семье и обществе. Отношение общества к пожилым людям отражает уровень цивилизованности этого общества, несущего ответственность за социальное, психологическое, одним словом, комфортное положение людей преклонного возраста. И обсудить эту тему, проблем людей третьего возраста и пути их решения сегодня в студии АТВ пришли Лидия Юрьевна Градинар, заместитель примара муниципия Камрад, в том числе курирующая социальные вопросы. Здравствуйте, Лидия Юрьевна, спасибо, что пришли к нам сегодня. И Дора Собор, студентка Камрадского государственного университета по специальности услуги по социальной защите. Спасибо, Дора, что откликнулись. Наталья, мы готовы к диалогу. Госпожа Батнару, расскажите, какие социальные услуги сегодня оказываются людям преклонного возраста? Старение населения в последние годы стало важной демографической проблемой в большинстве стран мира, в том числе и в Республике Молдова. И из-за того, что увеличивается количество пожилых людей, соответственно, появляется необходимость разрабатывать новые виды услуг для этой категории населения. Для помощи этой категории Для помощи населения, этой категории населения. Министерство прикладывает все усилия для того, чтобы разрабатывать новые стратегии и политики, чтобы обеспечить пожилым людям достойный уровень жизни. С этой целью были разработаны и приняты ряд законодательных актов, которые регламентируют оказание социальных услуг населению, в том числе и престарелым людям. Это закон о социальной помощи, закон о социальных услугах в 2010 году был принят. Этот закон устанавливает типы социальных услуг, органы, которые наделены правом создавать эти услуги и их финансировать, права и обязанности бенефициаров социальных услуг, порядок предоставления услуг, инспектирование, наблюдение и оценка социальных услуг. Социальные услуги подразделяются на три типа. Первичные социальные услуги, специализированные и высокоспециализированные. Первичные услуги – это услуги, которые находятся в коммунах. Самое основное – это служба социальных коммунитарных ассистентов. Это первый человек из системы социального обеспечения, с которым сталкивается человек, который нуждается в какой-либо помощи. И задача этой службы – информирование населения о доступных услугах, о выплатах, которые человек может получить, чтобы улучшить свое материальное положение. То есть это донесение информации Донесение до информации, да? И в то же время помощь в оформлении пакета документов для того, чтобы получить эту помощь либо услуги. Социальные специализированные услуги – это уже услуги более высокого уровня. Это дневные центры, центры размещения. А вот сколько у нас в Молдове функционирует в стране таких центров? На конец 2013 года всего в республике было 117 центров социальных, это по всей которыми стране? Пользовались 6161 человек ежемесячно. В том числе 28 дневных центров, 4 центра реабилитации, 10 центров временного размещения, 32 центра долгосрочного размещения и 43 многофункциональных коммунитарных центра,
Они совмещают и дневные услуги, и услуги по размещению временному. А вот эти центры как были созданы? Местными органами власти или все-таки в сотрудничестве с каким-то гражданским обществом? В основном они создаются в сотрудничестве неправительственных организаций с местной администрацией, но есть и много учреждений, которые финансируются только за счет местной власти. То есть, а есть те, которые, например, выигрывают какие-то гранты Да, зарубежные? это те учреждения, которые созданы и финансируются За счет неправительственными организациями. А да. какая категория лиц может быть размещена в таких домах? Это все определяется индивидуально по А каждому какие основные человеку. критерии? Основные критерии – это невозможность, вернее, ограничение возможностей человека для самообслуживания, необходимость в постоянном надзоре, помощи, приготовлении пищи в бытовых услугах каких-то, уборка помещения. А какие процедуры нужно сделать для того, чтобы... Какой пакет документов нужно собрать для того, чтобы попасть в такой дом человеку? Ну, в первую очередь нужно обратиться к коммунитарному социальному ассистенту, который поможет собрать пакет То есть документов. это какой-то совместный процесс работы, да? Да. А какие документы нужно собрать? Одни из самых основных. Ну, в первую очередь человек должен иметь документ, удостоверяющий личность, конечно. Потом нужны документы, подтверждающие его социальное положение. Составляется социальная анкета, она достаточно обширная, описывает как бы полностью социально-экономическое состояние человека или семьи, которая нуждается в социальной помощи. А человек, у которого есть близкие родственники, имеет право быть в доме престарелых? Он имеет право быть, но это оказывается уже за плату. То есть люди, у которых остались без помощи от родственников, они бесплатно оказываются, Да. предоставляется им возможность быть в доме престарелых. Те, у кого есть дочери, сыновья, уже за определенную плату, да? Ну, согласно Закону. семейному кодексу, дети, взрослые, трудоспособные, обязаны оказывать помощь престарелым родителям. А какие услуги предоставляются в таких домах? В домах престарелых, в центрах временного размещения оказывается достаточно широкий спектр услуг: питание, размещение, социальные, медицинское, какой-то минимум, скажем так, социальных услуг, психологическая поддержка, юридическая, если есть необходимость. Спасибо, госпожа Батнару. Елена Антоновна. Организуется отдых и уже, так сказать, реабилитация. Спасибо. Елена Антоновна, расскажите, как проходит адаптация человека к роли пенсионера? Вот слово адаптация совершенно верно. Некоторые даже в нашем обществе считают, что никогда не придет это время старости, и поэтому не всегда ответственно относятся и к своим близким, и к тому, что их ждет в будущем. Я имею в виду то, что состояние человека, которое наступит в возрасте достаточно уже зрелом, так называемом зрелый возраст, вот в этом возрасте можно сказать, проявляются те качества личности, которые, в принципе, закладывались еще в 30-40 лет. То есть оно более активно проявляется в позднем возрасте? Совершенно верно. Проведены были исследования, длительные исследования, выявляющие те особенности, какие имеют люди пожилого возраста, и сравнивались с теми качествами, которые они имели в более раннем возрасте. И поэтому здесь адаптация зависит от того, как себя человек чувствует, как он себя соотносит с миром, с другими людьми еще в более раннем возрасте. И вот сегодня мы слышали, проговорили, что только общество должно нести ответственность за то, что происходит, за его состояние пожилого человека, но и сам человек тоже несет вот эту внутреннюю ответственность. А как вы считаете, если вот для них уход на пенсию – это возможность приносить больше пользы своей семье, для других это приходится больше заниматься домашними делами? Как вы считаете, каких людей в нашей стране больше? По-разному.
как много людей, столько много и установок, психологических установок. У некоторых даже проявляется враждебность. Враждебность в отношении других людей, которым хочется указывать, учить, причем не с благожелательностью, а наоборот. Более того, к себе тоже претензии возникают, вспоминаются обиды, какие-то ущемления, и, соответственно, появляются депрессивные состояния. У других эти состояния происходят более мягко, то есть конструктивные отношения, где-то с юмором, где-то с пониманием. И вот такая установка, она способствует более благожелательному отношению, формированию благополучных контактов и, по сути, физическому состоянию здоровья более благополучному. Очень большое значение имеет семья. И вот вы недаром отметили, что как семья относится, потому что есть люди, которые очень зависимы в своих установках от близких людей. И в этом возрасте для семьи становится еще больше, увеличивается нагрузка на ответственность за пожилого человека. И поэтому здесь, конечно, необходима поддержка, внимательная забота к этому человеку. А различаются ли ожидания, связанные с предстоящим периодом у мужчин и женщин? Знаете, действительно различия есть. Мужчины становятся более пассивными, как выяснилось из исследований, а женщины даже агрессивные. Им вполне вероятно, что эти враждебные установки, связанные вот с этой нестабильной эмоциональностью, которая в большей степени проявляется уже в этом возрасте. И психологическая служба, я думаю, обязательно должна быть призвана и более активно влиять и помогать людям, у кого вот такое нестабильное состояние. Впереди, в общем-то, достаточно не самые благие перспективы. Если говорят, что юноша думает и на будущее ориентируется, то, скорее всего, пожилой человек, он ориентируется уже на прошлое. И здесь, соответственно, он уходит от реальности, да, и сравнивая то, что было, что сейчас, у него не всегда в лучшую пользу это идет. Поэтому ему необходимо научить, переориентировать его в правильном восприятии сегодняшнего дня, сегодняшних отношений и самого себя. А какая реакция пенсионера на новую сложившуюся для него социальную ситуацию? И давайте опишем с вами психологические особенности этого возраста. В этом возрасте, конечно, это уже потеря ресурсов. По сути, стоит вопрос об адаптации к тому времени, в котором он сейчас находится. А так как потеря ресурсов уже снижается, причем она всяческая потеря, это и сенсорная чувствительность, он плохо видит, плохо слышит, соответственно, здесь и понимает, интеллектуальная функция тоже снижается, и все это усугубляется различными заболеваниями внутренними, как соматическое, так и психическое здоровье ухудшается. И здесь, с одной стороны, есть даже такие взгляды, психологические теории, что в этом возрасте, по сути, происходит упадок. Но я думаю, что не так должно рассматриваться это время, потому что в каждом возрасте есть как и приобретение, так и потери. Теряя какие-то физические ресурсы, пожилой человек имеет возможности пользоваться, ну, вот таким понятием, для многих молодых даже недоступных, как мудростью. Действительно. Мудростью. Что такое мудрость? Мудрость – это некоторая экспертная система оценок, которая связана с практической жизнью. И это позволяет ему правильно принимать решения. На собственном опыте. Да, принимать взвешенные решения, давать советы. И, соответственно, это достаточно благополучие его в личностном плане. И если это молодые понимают, то они, конечно, понимают и востребуют его вот эти знания и возможности. Спасибо, Елена Антоновна. Нина Кимовна, расскажите, что изменилось в вашей жизни после ухода на пенсию? После ухода на пенсию изменилось тем, что пенсия у нас маленькая. На пенсию прожить очень тяжело, все дорого. Поэтому для пенсионеров сейчас тяжело прожить. Если еще есть дети, могут помочь, то еще, возможно, пенсионер проживает лучше. Без детей выжить нельзя? Невозможно, потому что пенсия очень маленькая. Вот лично у меня 1000 рублей пенсии. Это коммунальное, лечение,
Ну и питаться. А во время отопительного сезона были ли у вас какие-то компенсации для Нет, того, у чтобы меня поминали? компенсации нету, потому что у меня прописанный сын. А вообще какие-то пособия у вас есть? Ну, 90 лей, которые платят всем. 90 лей Каждый месяц. каждый месяц. А за что эти пособия? Вот я не знаю, к пенсии как-то прибавили. Прибавка к пенсии? Но я отдельно, все отдельно получаем через банк и экономию. А вообще с какими проблемами сегодня чаще всего сталкиваетесь вы, ваши знакомые такого же возраста? Ну, Кроме финансовой стороны. кроме финансов, мы часто болеем, по больницам ходим. Правда, на нас не очень-то обращают внимание, потому что возраст, ну, А радости в вашей такой. жизни есть? Есть, у меня много детей, есть внуков, правнуков, поэтому радость есть. То есть, несмотря на то, что достаточно сложно из-за каких-то внешних показателей прожить сегодня, да, существует и в таком возрасте достаточно много радости для вас, правильно? Безусловно. А что вам больше всего доставляет радость? Мои дети. Ваши Это мое богатство. Вот действительно, каждый возраст прекрасен своими какими-то показателями. Ольга, вот такая вот беседа сложилась у нас в центральной студии. Передаем вам слово. Очень интересно, как уже было отмечено в связи с разрушением деловых связей, смертью близких людей, недостаточной адаптированностью пожилых людей в обществе, возникает у них проблема одиночества. В этом контексте социальная работа по разрешению этой проблемы с теми, кто тяготится своим одиночеством, может заключаться в вовлечении их в различные группы самопомощи, клубную работу, организации центров дневного пребывания, помощь на дому или устройство стационарного учреждения. Одной из форм такой работы, как уже было отмечено вами, является дом престарелых. О таком доме творческая группа АТВ приготовила сюжет. Мы просим включить его. Одиночество в старости – это прежде всего отсутствие родственников, детей, внуков, а также отдельное проживание от молодых членов семьи. Одной из причин одиночества и изоляции старых людей является затворничество из-за финансовой немощи. Почти треть одиноких старых людей испытывает затруднения при решении элементарных гигиенических и бытовых вопросов. Решить ряд перечисленных проблем помогает Дом престарелых города Камрад. Наш дом престарелых Камрадский – это подведомственное учреждение при мэрии, точно так же, как детские сады, реабилитационный центр и другие подведомственные учреждения. 100% он финансируется из бюджета, поэтому функция здесь самая непосредственная, так как мы полностью финансируем этот дом престарелых. У нас на сегодняшний день решением Камрадского муниципального совета утверждено положение деятельности Дома престарелых, поэтому Дом престарелых имеет свое положение и действует четко в его рамках. Состояние этого дома было очень плачевное. Значит, все текло, не хватало посуды, не хватало одно, другое, третье. Но я обратился к примару, как нам все это делать, как нам помочь этим людям жить в нормальных условиях. У нас получилось, мы выиграем грант 1 600 000. Это был совместный проект, который удался хорошо, были созданы все условия. Мы газифицировали здесь газом, мы покупали тепло, теплосетей, это очень дорого у нас обходилось. Социальная работа с одинокими пожилыми людьми в рамках Дома престарелых учитывает индивидуальность клиента. Пятиразовое питание, качественное медицинское обслуживание и психологическая помощь, организация досуга, уютные жилые помещения и комнаты гигиены. Дом престарелых оснащен посудомоечными машинами, стиральными машинами автомат, удобными санузлами. Обслуживание очень великолепно. Можно сказать, что мы находимся прямо как в собственном доме. Вообще, очень хорошо нам, очень хорошо. Вот, клянусь вам. Я не обманываю, потому что я тоже работала в больнице, и я не обманываю людей. Девочки-санитарки, которые что лежачие, там, одевают памперсы, это самое, меняют девочки, смотрят, это кажется. Потом у нас есть диабетики, которые на инсулине, это тоже каждый сам. А так каждый день идет уход. Проект по благоустройству территории Дома престарелых будет продолжаться. Отрадно, что в наше непростое время есть такие люди, которые проявляют заботу о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию. Спасибо. Людя Юрьевна, вот мы видели наш сюжет. Посмотрите, в нашем доме престарелых
Каким образом решаются проблемы здоровья, проблемы одиночества, может быть, какая-то психологическая поддержка? Ну, у нас сегодня Дом престарелых является одним из лучших домов престарелых республики, потому что он был сделан при помощи в том числе и гранта. ТИКа нам помогла в этом. Сегодня люди там проживают так, как, наверное, многие не могут даже проживать у себя дома в условиях. Мы постарались и стараемся по сегодняшний день менять стереотипы, установленные в обществе, что дом престарелых – это очень плохо, что людей, которые сдают дом престарелых, они уже не нужны никому. Сегодня мы пытаемся сломать этот стереотип и доказать себе, людям и в первую очередь тем, которые у нас проживают, что это в принципе сегодня необходимая форма общения. Да, конечно, люди находились в тяжелых условиях материальных, но в их возрасте немаловажно найти психологическую поддержку, найти людей, с которыми они вместе будут общаться. Сегодня там работает психолог. Мы проводим регулярно круглые столы. Вот буквально месяца 3 назад у нас был круглый стол, был приглашен психолог, который работает непосредственно с людьми престарелого возраста. Это тоже специфика психологии людей такого возраста. У нас сегодня там находится врач на полную ставку, у нас находятся медсестры, которые постоянно, слава богу, что дом престарелых находится в районе районной больницы, то есть если что, значит медицинская помощь им оказывается там же, на месте, без вопросов. Они получают сегодня пятиразовое питание, они в тепле, в достатке находятся. Я вам хочу сказать, что у нас при Мариже существует еще и социальная служба, которая обслуживает людей одиноких в городе. У нас сегодня на учете находится 90 человек и обслуживает их 8 социальных работников. Есть многие люди, которые мы понимали, что в зимний период они просто сами не выживут, и брали их на зимний период к нам в дом престарелых на определенный срок для того, чтобы им жилось лучше и нам было спокойнее, что с людьми ничего не случится в зимний период. И вот получается так, что люди обратно уходить не хотят. Им там нравится, они там находятся, они находят там своих друзей, знакомых. Мы очень часто, у нас руководитель дома престарелых глубоко верующий человек, поэтому у нас часто приходят и работники церкви, церковные люди, они держат пост и так далее и тому подобное. Им это нравится, их посещают. У нас в городе сегодня существует и реабилитационный центр. Ребята с реабилитационного центра их часто посещают, то есть детки, им это, конечно, отрадно. То есть мы стараемся сделать так, чтобы их жизнь текла, и чтобы они совершенно полноценно, и чтобы они не ощущали себя. Мы даже, несмотря на то, что у нас по плану там на улице вы видели, наверное, да, что у нас по плану в принципе только газоны, зеленая травка, но мы выделили им часть земельного участка, который они обрабатывают, они садят там, выращивают каждый свои помидоры, огурцы, то есть питаются тем, что у них есть, они помогают там и соленья ставить на зиму. То есть люди чувствуют, стараемся сделать все, чтобы они чувствовали себя как дома. Ну, для того, чтобы, раз уж мы взяли такую ответственность в таком возрасте за них, то мы должны эту ответственность до конца нести. Это замечательно. А вот в целом, в чем причина того, что люди оказались в доме престарелых? В большинстве, скажем так. В большинстве это те люди, которые на сегодняшний день, их дети находятся в связи с тяжелым материальным положением и отсутствием достойной работы, скажем так, в Республике Молдова. Они находятся за границей и не могут за ними ухаживать. Многие из них пытались это сделать посредством, скажем так, индивидуального социального ассистента, да, платили там кому-то какие-то деньги, которые смотрели, но это людям недостаточно, они еще раз пришли к выводу, что им нужно общение, что им нужна другая социальная услуга. Они уезжают сегодня за границу, и это нормально, и те, которые находятся у нас в доме престарелых, они оплачивают за их нахождение. Понятное дело, что сегодня стоимость нахождения одного человека в этом заведении 143 лея. Однако в сутки, да? В сутки, да, в сутки. Однако на сегодняшний день установлена сумма оплаты 55 лей в сутки, 1/3 фактически они оплачивают. Но у нас есть люди, которые действительно остались на улице, там, где, скажем так, нерадивые дети продали их дома и оставили их на улице. Это же понятное дело, что мы не ставим их на улице умирать, и сегодня у них нет возможности оплатить эти 55 лей в сутки. Они тоже находятся у нас. На полном вашем обеспечении. На полном нашем обеспечении, но они оплачивают нам 75% от пенсии.
Многие из них имели бы желание отдать все 100, но, к сожалению, закон сегодня говорит о том, что нужно 25% они должны получать, какие-то у них там есть, конечно, свои нужды, какие-то свои желания, да. Поэтому вот так вот. Ну, и я вам хочу сказать, что те, которые у нас сегодня находятся, они рады там находиться, рады тому, что сегодня вот это вот так случилось, их дети приезжают, их навещают, даже забирают их домой, вот пока они приезжают, ну, они хотят обратно. Друг с другом, у них вижу какие-то общие интересы. Общие интересы, да, и более того, у нас, слава богу, с техникой в доме престарелых тоже все нормально, они общаются и по скайпу со своими детьми, то есть... Хорошо, Дора, вот вы через 3-4 месяца буквально станете уже дипломированным специалистом в области социальных услуг. Скажите, пожалуйста, что еще предусматривает социальная работа с престарелыми, помимо вот содержания в таких домах-интернатах? Ну, у нас представляется ряд услуг, в основном больше идет социально-бытового характера. Это и покупка, доставка горячих обедов, промтоваров, продуктов, также уборка, стирка, доставление воды бенефициарам. Главным, что является у нас, например, санитарно-гигиеническая помощь. Это уход за телом, за больными пожилыми людьми. Также при необходимости это оплата жилья, коммунальных услуг и тому подобное. Вот вы проходили практику во время учебы в ВУЗе. Также вы проводили различные акции, студенты вашей специальности. Можете поделиться опытом в работе с престарелыми? Что присутствовало у вас? В семинарах что было? На семинарах, во время практики, акции какие-то наши студенты в ВУЗе проводили? Больше у нас было то, что вот посещали бенефициаров на дому, мы сами видели. Одно дело, когда вот на парах преподают одну информацию, а вот когда ты идешь на практику, встречаешься с такими людьми и действительно видишь, что они нуждаются в проблемах, то понимаешь, что действительно картина не такая, как нам казалось. Такая радужная. Да. А какую сегодня теоретическую, психолого-педагогическую подготовку студенты в ВУЗе получают для того, чтобы общаться с людьми этой категории? На ваш взгляд, достаточно ли она? На сегодняшний день, что касается психологических и педагогических предметов, то изучаем такие предметы, как психология личности, социальная педагогика, ассертивное общение, психотерапию. Действительно мало предметов, что касается психологических, больше связано с нашей деятельностью, социальная работа с различными категориями людьми. Хорошо, может быть, вы знакомы с каким-то опытом работы с одинокими пожилыми людьми за рубежом? Да, мы изучаем социальную работу с пожилыми за рубежом в таких странах, как Швеция, Россия, США. Мы проводим сравнительный анализ с нашей страной. И могу сделать вывод, что действительно нам есть куда стремиться. И хочется верить, что у нас будет не хуже, чем в других странах. То есть помимо того, что у нас, вот, как вы видите, есть очень хороший опыт, насколько налажена работа с пожилыми людьми, еще есть и проблемы. Да, есть проблемы, и это самая главная проблема, я думаю, это, конечно же, одиночество. Потому что это, ряд причин способствует этому. Это и слабое здоровье, которое не помогает. Не могут пожилые люди покидать свои квартиры, и дети, дома. Которые все время на работе. Да, и дети, и суженный круг общения. А пожилому человеку хочется тепло, забота, общение со стороны родственников, семьи, близких. Спасибо. Наталья, вот такой диалог состоялся у нас в студии. Передаем слово вам. Госпожа Батнару, вот мы ознакомились с ситуацией в Камрате. Как вы считаете, в регионах существуют какие-то проблемы с оказыванием социальных услуг? Судя по видео, действительно очень хороший дом престарелых, очень хорошее обслуживание. Но у вас существует информация о других регионах? Существуют ли какие-то проблемы? Ну, проблема, конечно, существует, и думаю, что и в Камрате они есть, просто о них не говорят. Может быть, они на меньшем уровне немного. Конечно, основная проблема – это финансирование, потому что у местных властей, к сожалению, финансовые ресурсы очень и очень ограничены. И вот именно для этого нужно им искать партнерские отношения с неправительственными организациями, для того, чтобы развивать социальные услуги. Я хотела сказать, что вернее, скажем так, размещение пожилого человека в центре или в доме престарелых – это уже крайняя мера.
Сейчас разрабатывается множество услуг социальных для того, чтобы помочь человеку, чтобы он жил нормально у себя дома. Для этого существует столовые социальной помощи, который, если человек соответствует критериям избирательности, конечно, он в течение месяца может получать бесплатный горячий обед. Ему это на дом приносится, да? Если он не может сам прийти, то ему приносит это на дом обед. Если человек подвижный, то он приходит в столовую и там обедает каждый день. Там он одновременно может и общаться со своими сверстниками, да? В очень многих местах сейчас стали практиковать параллельно с социальными столовыми, оказывают и услуги, ну, скажем так, гигиенического характера. Там открывают прачечных, где человек, не имеющий стиральной машины, он может принести вещи, там их постирать. Ему их постирают, высушат, выгладят и вернут. Это тоже бесплатная услуга. Также развиваются услуги социального ухода на дому. Это очень важно, потому что не всегда невозможно всех людей принять в дома-интернаты. Для этого существует услуга социального ухода на дому, которая включает в себя определенный спектр услуг, который помогает человеку справиться со своими ежедневными бытовыми потребностями, и в том числе и медицинскими. А вот что человеку нужно сделать для того, чтобы, если он чувствует, что он уже физически не в состоянии, да, там, сделать свои какие-то бытовые дела, куда ему нужно обратиться для того, чтобы у него была такая помощь? Ну, ему нужно обратиться к социальному ассистенту. Самый главный человек в селе по работе с престарелыми людьми – это социальный ассистент. Он их, как сказать, поддержка. Курирует, да. И хочу сказать, что в прошлом году услугами социального ухода на дому воспользовались 24 530 человек. Достаточно Эти услуги цифра. были оказаны 2400 социальных работников. В настоящее время министерство разрабатывает новое положение, как бы более расширенное, более подробное о услугах социального ухода на дому. Также в прошлом году было утверждено постановлением правительства типовое положение об организации функционирования центра размещения для престарелых лиц и дневного центра. Если в центре размещения человек находится постоянно, на какое-то время, на полгода, допустим, если вот какая-то сложилась критическая ситуация, может быть, он временно размещен, и может быть длительное, долговременное размещение, когда уже у человека вообще край, и он полностью как бы поселяется уже в это учреждение до конца своих дней. А в дневном центре человек живет дома, но он приходит в этот центр, общается с людьми, он там выпьет какой-то чай, кофе, пообщается с людьми, там и кружки по вязанию есть, и по плетению. Кстати, в Камрате очень хороший есть клуб пожилых людей, который очень активно работает, и это очень хорошо, потому что сами пожилые люди, они как бы быстрее находят контакт с теми людьми, к которыми идут, и в то же время они их поддерживают, помогают, возвращают их к жизни. А сколько денег выделяется ежегодно государством на содержание таких приютов? Ну, я не могу вам сказать, сколько денег выделяется, потому что деньги идут, они выделяются районной администрацией, как бы в зависимости от количества бенефициаров в каждом центре. Там очень сложная система. А какое общее состояние приютов по всей стране и планируется ли какое-то их обновление? Ну вот для того, чтобы улучшить ситуацию в этих домах престарелых, было разработано типовое положение и минимальные стандарты качества, в соответствии с которыми уже будет проводиться мониторинг работы этих учреждений и будет оцениваться качество предоставляемых услуг. Спасибо. Госпожа Ковалева, расскажите, какие психологические проблемы наиболее характерны для современного пенсионера у нас в стране? Но я хотела даже начать не только с проблем пенсионера, а проговорить вопросы, связанные с подготовкой специалистов для такой деятельности. Вот мы сейчас услышали, что более 2500 оказывает услуги на дому, да, я так поняла. Значит, эти люди должны тоже иметь какие-то хотя бы психологические представления, навыки о том, что им нужно говорить этим людям, как с ними общаться и так далее. То есть здесь постоянная должна поддержка быть самих оказывающих помощь, потому что они достаточно сложную работу делают. И это с одной стороны. А с другой стороны, здесь, видимо, нужно, может быть, в Министерстве труда, социальной защиты как-то найти контакт с представителями, скажем, институтов, университетов, которые готовят этих
этих специалистов, психологов. Насколько мне известно, есть, конечно, специальные курсы, спецкурсы в рамках обучения, но не достаточно широкие для того, чтобы можно было подготовить, как мы слышали Камрата, специалиста, который именно работает с пожилыми людьми. Здесь, безусловно, есть своя специфика. И вот этот курс геронтологии, я думаю, что необходимо вводить повсеместно в различные университеты, готовящие специалистов. Это что касается, скажем, оказания помощи. Проблемы у людей пожилого возраста и старше, то есть, например, 70 лет уже начинается старость, поэтому вот в этом возрасте еще более сложные проблемы возникают в связи с самообслуживанием с одной стороны, а с другой стороны и с психическим состоянием человека. Его эмоциональное состояние, оно усугубляется, поэтому вот это настроение, его оценка, как он оценивает свои обстоятельства, в которых он сейчас находится. Свое сегодняшнее положение. Совершенно верно. Как он оценит, как он оценивает себя в них и других людей, их заботу, внимание. Это может быть неадекватно, субъективно. И вот это вот даже бессознательно настроение приходит к человеку без как бы его сознательного контроля. И он может находиться в очень негативных, отрицательных эмоциях. Длительное пребывание в этих отрицательных эмоциях, оно, безусловно, влияет на его физическое состояние. Поэтому нельзя допускать вот хроническое проявление вот такой депрессивной подавленности, которая есть у пожилых людей. И проводить специализированную, правильную работу именно с этими людьми, которые нуждаются в ней. А что делать, чтобы люди в старости психологически себя чувствовали хорошо? Знаете, вот задали вопрос, а чем люди в этом возрасте увлекаются, потому что любая деятельность, она создает и предпосылки и благополучия физического, и психического. Что увлекает, какая активность увлекает людей этого возраста? Вот мы слышали от наших гостей, уважаемые, что это семья, дети, забота там о внуках посильная, с одной стороны. Но даже, вы знаете, по статистике, это не самое первое, что называется, активность, которую проявляют наши пожилые люди. Оказывается, обращение к религии и участие в общественных каких-то организациях, вот это наиболее значимо привлекает этих людей этого возраста. Поэтому вот мы уже услышали, правда, это прошло совершенно как бы так невзначай, относительно того, что в дом престарелых приходит священник. Да? И люди, которые верят, религиозно настроены, здесь вот это радуйтесь, как бы установка данной религиозной концепции, вот это как раз помогает им справиться, адаптироваться к тому сложному периоду, в котором они находятся. С другой стороны, вы слышали, что здесь даже есть какие-то определенные клубы престарелых, пожилых людей, где они друг другу оказывают помощь, у них общие интересы. Можно сказать, что даже творческая деятельность, если у них достаточно широкие интересы были в зрелом возрасте, то в возрасте уже пожилом они достаточно могут продолжать эту творческую деятельность. Известно, что очень много известных людей, знаменитых людей продолжали активную творческую деятельность уже даже после 70. Толстой писал уже в 76 лет, Кант, Гегель, Микеланджело. Все эти люди творили уже в преклонном возрасте, и мы восхищаемся тем, что они создавали. Их творениями, да, Конечно. действительно. И то, что мы увидели из сюжета, предоставленным студией АТВ, действительно, очень хорошее оборудование, в очень хорошем состоянии находится дом престарелых, и, возможно, даже люди в домашних условиях не способны на такие условия, которые им предоставляются этим домом. Как вы считаете, человек в престарелом возрасте должен занимать действительно активную социальную позицию, может быть, даже участвовать в каких-то активных
Индивидуально, насколько ему позволяют его и физические, и психические возможности. Но чем больше будет контактов, чем в большей степени он будет расширять свои интересы, насколько он будет творчески реализовывать, самоактуализироваться в этом возрасте, тем более благополучнее он пройдет этот сложный период и подойдет к самому критичному в своей жизни этапу. Нина Кимовна, вот скажите, а вы участвуете активно в жизни общества? Конечно. А Я активист, я защищаю свой город, который строительство делает незаконные. А Вот каким мы образом вы защищаете? А мы выходим все на улицу и не пропускаем машины, трактора, все такое. У нас некоторые есть объекты, которые действительно мы защитили. Но я свой дом лично не могла защитить. А что произошло у вас? Там реклама, что строится пресса. Там у них есть магазин. Им дали на строительство просто магазина, реконструкции магазина. Но они взяли, выкопали котлован на 10 метров глубины, ширины 6 метров, и сказали, что это пресса. Какая пресса может быть такой котлован вырыть? Они вырывали из-под дома прямо булыжники эти, выкидали на трактор. Дому 40 лет. Это нарушение конструкции. Но никто нас не послушал. А какими способами вы защищали свой дом и не только? Вот вы говорили, что вы мы на Виеру ходили, там тоже, вот на Московский 5/1 ходили тоже. А какими способами вы защищали? Ну вот так люди выходят и не допускают, да, протестуют, не допускают технику. Активная жизненная позиция. Это очень правильно, потому что человек ходим должен... по примарии, ходим в Министерство строительства, везде мы ходим, собираем документы, доказываем, что вы незаконно строите, но они потом собирают другие документы и говорят, мы все законно делаем. Мы ранее немножко коснулись о том, как к пенсионерам относятся к больницам. Может, вы на собственном опыте расскажете, как обстоят дела, какое отношение? Ну, отношения больницы я уже даже не хочу говорить, потому что меня вот даже недавно забрали из дому в 5 часов утра. Мне был приступ. Меня забрали, отвезли в инфекционную, потом отвезли в скорую. Нигде меня не обследовали, не сделали ни УЗИ, ничего. И отправили меня домой, идите к своему участковому врачу. То есть вот не было никаких оказанных... Никаких не... Потому что 5 часов утра смена идет, и тут пожилой человек попал. А предоставляются вам, может быть, какие-то бесплатные лекарства для лечения? Ну, бесплатные лекарства только я получаю тироксин в связи с тем, что у меня щитовидка. А все остальное? А остальное, ну вот я стою тоже на учете у невропатолога в связи с болезней. Мне выдают от давления тоже 50% таблетки. А расскажите, вот как проходит... Остальное все за деньги. И невозможно на финансовую поддержку оказываемую все это окупить, да? Конечно. Вот мне выписали сейчас таблетки, 60 таблеток, 200 лей. Это на 1 месяц. А мне надо курс лечения 3 месяца пройти. Действительно, это очень сложно. Могли бы вы нам описать как проходит ваш обычный день в жизни? С чего он начинается и вот чем вы занимаетесь обычно? Я занимаюсь сперва таблетками. Утро начинается с таблеток? С таблеток, да, до еды. Потом же завтракаю, потом обедаю, опять таблетки, вечером опять таблетки. И так проходит день. Ну, то внуки приходят, то я их угощаю, хожу с ними на улицу, гуляю с правнуками. Видите, вот это моя... сохранение здоровья. И это типичная, в общем-то, мотивация для людей пожилого возраста. Поэтому необходимо, видимо, тоже предоставлять все возможности, опять же, организация клубов, здоровья, да, здорового образа жизни, для того, чтобы и участвовать вместе со своими, допустим, тоже людьми близкого по возрасту и выполнять те задачи, цели, которые перед вами стоят сейчас. А вот та ситуация относительно сравнения, социального сравнения
сравнения с другими, в каком положении мы оказываемся, конечно, оно пробуждает негативные, отрицательные эмоции. Мы прям даже чувствуем, как переживает пожилой человек относительно вот этой ситуации. Безусловно, здесь, я думаю, что наша передача, то, что средства массовой информации привлекают внимание к этой проблеме, и все участники данной передачи, я думаю, тоже смогут что-то сделать для того, чтобы каким-то образом улучшить положение пожилых людей. Главное, что остаются силы для радостных моментов. Да. Ольга, действительно, у нас сегодня актуальная тема в студии. Уверена, что вашим гостям будет что добавить. Скажите, пожалуйста, Лидия Юрьевна, вот как специалист, который не первый год занимается проблемами пожилых людей, вы можете сравнить положение пожилых людей в Кишиневе и у нас на периферии в Камраде? Может быть, какие-то отличительные черты, может, что-то общее есть? Ну, я никогда не занималась пожилыми людьми в Кишиневе, поэтому не могу сказать. Но я больше чем уверена, что проблемы одни и те же, что маленькие пенсии, на которые практически сегодня выжить невозможно. И без помощи государства, без помощи детей, конечно, это невозможно сделать. Но мы сегодня в городе стараемся сделать все для того, чтобы жизнь их стала лучше. Сегодня мы бесплатно выдаем ежемесячно хлеб всем людям до 45-го года рождения ежемесячно. С 45-го, как мы им говорим, молодые пенсионеры и выше, это те люди, которые получают хлеб через месяц. Такого, я думаю, не делает ни один населенный пункт, ни одна примария, ни одного города. А дальше мы практикуем 4 раза в год караваны с продуктовыми наборами. Пасхальные, новогодние, рождественские караваны и ко дню города. Тоже я не слышала ни один населенный пункт. И в список этих людей за раз мы оказываем помощь 1000–1500 человек. И я думаю, что это тоже практика только та, которая существует у нас сегодня в городе. Конечно, все пенсионеры, наверное, мы через социальных ассистентов пытаемся до них довести, что они все могут обратиться в 11 месяцев один раз для оказания единовременной помощи через фонд социальной поддержки, что, в принципе, мы даже сами на контроле держим, там, пенсионеры, если пропустили время, можем позвонить, сказать, вы знаете, у вас уже подошло время, вы можете к нам обратиться, мы составим социальную анкету и вам окажут единовременную помощь. В прошлом году у нас было 12 заседаний резервной комиссии в Приморье. В муниципе Камрад. 375 900 лей мы оказали помощь людям. Из них я больше чем уверена, что 70% были именно пенсионеры, которым тоже также каждый год оказываем помощь. Новшество, которое мы ввели последние 2 года, мы выдаем дрова. В прошлом году по 1,5 куба, в этом году по 1 мы выдавали, для того, чтобы люди, которые имеют печку и не могут сегодня оплачивать за газ, хоть каким-то образом могли в этот зимний период отапливаться. Это тоже делаем только мы. То есть то, чем мы сегодня... Мы, конечно, не можем повлиять сегодня ни на размер пенсий, ни на способах их выплаты, потому что это государственная политика. И государство сегодня тоже старается сделать все возможное для того, чтобы это происходило. Но они, опять же, не могут просто рисовать эти цифры. Они не могут сказать, что завтра вы будете получать 2000, а через год эти люди вообще не будут фонда, откуда им будет оказываться помощь. Они исходят из того, что у них сегодня есть. Поэтому мы на местах тоже стараемся что-то сделать. Вот я вам перечислила небольшой спектр дополнительно того, что мы предлагаем нашим пенсионерам, непосредственно проживающим в нашем населенном пункте. Это отрадно. А вот как вы оцениваете, насколько эффективна сегодня социальная политика государства по отношению к людям этой категории? Ой, вы знаете, сегодня, конечно, легко всех критиковать, но мы, в принципе, не раз даже писали письмо в министерство. Нас больше всего беспокоит в городе именно та помощь, которая поступает в виде оформления вот именно в зимний период, да, когда люди оформляют компенсацию, да. И ту помощь, которую они от государства получают в виде социального пособия. Вот непосредственно социальное пособие, конечно, нас очень интересует этот вопрос, и мы неоднократно его поднимали и говорили, что, к сожалению, нынешняя, сегодняшняя социальная политика и закон об оказании социальной помощи совершенно неэффективен. На мой взгляд,
особенно то, что касается не пенсионеров, боже упаси, а именно лиц трудоспособных, но получающих эту социальную помощь, мы сегодня тем самым поощряем бездельников и тех, которые сегодня не хотят, и ущемляем тех, которые бы могли иметь. Да. Потому что анкета, которая составлена, там наличие телевизора, холодильника, независимо от года его выпуска, влечет за собой отсутствие тех или иных баллов для получения этой помощи. Да. Конечно, я понимаю, что сегодня и те, которые являются там многодетными матери и не могут сегодня по тем или иным причинам работать. Но закон нужно совершенствовать, нужно найти какую-то золотую середину и поощрять тех, которые используют эту социальную помощь, получаемую по назначению. То есть они там покупают. У нас получается, что если он должен каким-то образом за счет этой социальной помощи улучшать свое положение, улучшать материальное положение, улучшать положение своих детей, а мы видим только деградацию, к сожалению. Но я думаю, что на своих ошибках будем учиться, и дальше этот закон будет прогрессировать. Да. Спасибо. Дора, а что вы можете сказать? Вот у вас такой свежий взгляд молодого специалиста со стороны. Как вы считаете, какие нужны меры для того, чтобы улучшить работу с престарелыми? Ну, начну с того, что у нас недавно был проведен капитальный ремонт в доме престарелых. Обстановка действительно благоприятная. У нас работают профессиональные, гуманные работники. Однако хотелось бы улучшения в доме престарелых. Ну да, нет предела совершенства, да? Хотелось бы, например, пообширнее организовать досуг постояльцев. Это, например, приобретение книг для любителей чтения, также спортивного инвентаря. Почему бы нет, если организовать лекции образовательного характера? Какие-то интересные, да, темы? Да, также настольные книги, рисование. Ну, вот, наверное, это вам будет вопрос на засыпку для студентов. Может быть, вы окажете в этом плане при Марии помощь. Сейчас у вас есть возможность задать вопросы гостям центральной студии, если у вас такие возникли. Ну, вернусь к тому, что сказала, да, хотела бы задать гостю из министерства вопрос по поводу того, ведется ли вот в министерстве. Я не думаю, что мы один населенный пункт, который говорим о несовершенстве этого закона, и принимаются ими какие-то меры, или в правительство вносятся какие-то вот предложения для изменения данного закона по оказанию социальной помощи. Дора? У меня есть вопрос госпожа Батнару. Не думает ли министерство создать нам, студентам, новые рабочие места, устроить нас, студентов, по специальности? Потому что я знаю, что студенты этой специальности им очень тяжело трудоустроиться. Да, действительно, очень большая проблема для нас. Итак, Наталья, у нас возникли вопросы гостям в студии, а наше время подошло к концу. Я хочу сказать, что как сделать жизнь пожилого человека достойной, насыщенной, активной деятельностью, радостью, как избавить его от чувства одиночества, отчужденности, как восполнить дефицит общения, как удовлетворить его потребности и интересы. Эти и другие вопросы мы сегодня пробовали обсудить у нас в студии. Человечество, к сожалению, стареет, и это становится серьезной проблемой, решение которой должно рассматриваться на более высоком уровне. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были Лидия Юрьевна Градинарь, заместитель примара муниципии Камрад, и Дора Сабо, студентка Камрадского государственного университета по специальности услуги по социальной защите. С вами была Ольга Третьяк. Берегите своих близких. Спасибо за интересные вопросы, госпожа Батнару. Оба были адресованы вам. Что вы можете ответить? Да, ну я начну с закона о социальном пособии. Министерство постоянно работает над тем, чтобы улучшать этот закон. В том числе в прошлом году было принято 2 постановления правительства о том, что для расширения числа получателей социального пособия и пособия на холодный период года. Также был сокращен возраст для пожилых людей с 75 лет до 62, имеющих земельные участки, для игнорирования доходов от сельскохозяйственных земель при предоставлении пособия на холодный период года. Увеличился, есть такой показатель, балл, показатель благосостояния семьи, который рассчитывается в баллах. И было увеличено этот балл с 85 до 90 баллов. То есть тоже возможность для более большого количества людей получать это пособие.
По предварительным данным, после внедрения данных изменений ожидается внедрение в систему около 236 тысяч семей, получателей пособия на холодный период года, и 58 тысяч семей, получателей социального пособия. А на второй вопрос? На второй вопрос еще сложнее мне ответить, потому что это все-таки не сфера моей деятельности. Но думаю, что министерство, не зря оно называется Министерством труда и социальной защиты, работает и над этим тоже. Спасибо. Елена Антоновна, давайте подведем финальное слово. Хотела бы сказать, что общество отличается тем, какова культура и какое отношение к детям и пожилым людям. Если бережное, заботливое, значит, мы можем претендовать на звание культурного общества. Если такого нет, то, соответственно, такого звания мы не можем. Поэтому давайте будем стремиться к тому, чтобы считаться культурным обществом. Спасибо, госпожа Ботнару. Я хочу сказать, что я желаю здоровья всем пенсионерам нашей страны. И очень многое зависит просто от отношения окружающих. Если каждый из нас, не ожидая каких-то высоких доходов, или просто посмотрит на человека, который живет рядом с ним и поможет ему каждый день, то пожилым людям уже станет легче. И еще хочу обратиться к детям, не забывайте своих родителей. Спасибо. Нина Якимовна. Ну что, я бы хотела, чтобы подумало о нас правительство тоже, чтобы нам легче стало жить. Спасибо. Спасибо студии АТВ за участие в нашей сегодняшней передаче. Благодарим вас, уважаемые гости. У нас в гостях сегодня были Виктория Ботнару, начальник отдела социальных услуг Министерства труда, Елена Ковалева, доктор наук, доцент кафедры психологии Педагогического университета имени Крянга, и Нина Якимовна Карнаух, пенсионер. Люди все-таки правы, когда сравнивают возраст человека со временами года. Только они немного напутали. Лето должно ассоциироваться с выходом на пенсию. Ведь летом все люди отдыхают. Вот и пенсия является заслуженным отдыхом за многолетние труды. И пусть это время будет для них солнечным. Они это заслужили. С вами была Наталья Нейковчина.